В Кугельской школе номер 1 старшеклассники на уроках труда теперь осваивают кузнечное дело. Возродить забытое ремесло наших дедов и прадедов решил заслуженный учитель Чувашии Николай Востриков. Людмила Максимова училась ковать железо, пока горячо. Необычная инициатива. В Кугельской школе номер 1 старшеклассники на уроках труда осваивают кузнечное дело. Возродить забытое ремесло наших дедов и прадедов решил заслуженный учитель Чувашии Николай Востриков. На уроках труда школьники уже осваивали авиамоделирование, лозоплетение, художественную роспись и слесарное дело. Но этого учителю показалось мало. В 2004 году Николай Востриков задумался о возрождении кузнечного мастерства. В XIX веке талантливые кузнецы ценились на вес золота. Сейчас страна снова переживает всплеск интереса к художественной ковке. Кузнечные изделия очень широко в последнее время начали использоваться. Николай Востриков разработал и защитил собственный учебный курс по художественной ковке металла. Ученики помогли спроектировать и соорудить мини-кузницу. Из кирпича на глиняном растворе сложили кузнечный горн, а наковальню Николай Андреевич привез из родного дома. Она принадлежала его деду. Очень мужская и трудная работа. Если не будет терпения, стремления, значит, здесь успеха не будет. Удары наноситься должны. Видите, каким образом? Параллельно вот к этой поверхности, видите? Не надо вот так вот ударять боком. Потом в конце что делаем? Чуть поправляем сюда. Раз. Вот так. Александр Федоров уже ощущает себя настоящим мастером. Начал осваивать это ремесло 3 года назад. Больше всего парню нравится наблюдать, как из холодного куска неподатливого материала получаются изящные изделия. Кувалду я взял уже в руки, это где-то в 6-5 классе. И как тебе показалось? Ну, показалось, она тяжелой. А потом вот постепенно я привыкал. От зарождения идеи до получения готового изделия проходят долгие месяцы. Но никто не жалуется. Ребята составляют эскизы моделей, выбирают варианты отделки. Параллельно идет ковка деталей в кузнице и работа в мастерской. Вот это лепесток шишки хмеля. Одна маленькая деталь, а для целого изделия их нужно 174. Работы учеников Николая Вострикова уже произвели фурор на всероссийских конкурсах. На 12-й Всероссийской олимпиаде в городе Тамбове занял призовое место. За 10 лет Николай Востриков воспитал 38 призеров городских, республиканских и всероссийских олимпиад. По стопам педагога пошли и родные дети. Дочь стала учителем начальных классов, сын в этой же школе преподает технологию. Николай Востриков спокоен, говорит, есть кому передать свое дело.